Добрый день. Так, у меня так, три вопроса. Да? Первое, по последнее время, вот если, что касается мирового энергетического баланса, вместо угля там уступает в пользу газа, да, в связи и с экологической политикой по снижению выбросов, и с понижательным трендом спроса вот, угля. Вот какой прогноз в нашей республике? Вот, хотя объемы растут. Второй вопрос. Вот мы, конечно, это может секретные данные, да, но по добыче золота я бы хотела узнать, сколько частных предприятий, ООО или там какие-то, кроме крупных акционерных, заняты в золотом секторе республики. Так? И как они контролируются соблюдение экологических требований. Так? И что касательно их, еще вопрос, значит, какую они в лепту вносят в социальной поддержке населения как недропользователи. Третий вопрос по Кировскому угольному разрезу Нюрбинского района. Так? Вот чем обоснуется его передача в собственность УЛУСа, да, вот имущественные вот эти передачи. И касательно этого еще так, следующий вопрос, так, вот обновилась ли техника, вот парк техники в этом разрезе, и какую помощь вы оказываете как министр? В развитии. Спасибо, Антонина Афанасьевна. Пожалуйста, прошу ответить. Антонина Афанасьевна 5 вопросов задала. Пожалуйста, Максим Викторович. Ну, 3 блока. 3 блока, да. Ну, я посчитал так 5 вопросов. Вопросы абсолютно верны, правильно. По экологии. Да. Так, ну я по порядку пойду. Баланс, Антонина Афанасьевна, ну, я думаю, все депутаты тоже интересуют. Уголь, газ. Это действительно вызов. Очень серьезный, потому что, ну, экология, как сказать, да, 2050 год, он ставит знаковый такой барьер по углю, ну, и причем не только из Европы это идет, это уже много, ну, англосаксонских, да, скажем так, стран, которые поддерживают это стремление. Но что здесь важно? Вот я когда сказал о приросте, в том числе угольных резервов, да, резервов по углю, прогнозных на 400 миллионов тонн, это коксующийся уголь. Вот если возьмем Кузбасс, у них прерогатива, да, и основной объем – это энергетический уголь. Вот на него они получат знаковые, ну, проблемы, скажем так. У нас коксующийся уголь, он востребован в металлургии. Поэтому и, ну, еще будет долгие годы востребован, соответственно, и десятилетия. В этом мы имеем определенные хорошие преимущества. Это и Ильинский проект, и Колмар, и Якутуголь с теми балансами, которые у него остались. Ну, я думаю, те объемы, которые по энергетике добываются, они найдут свое применение у нас в том числе, потому что есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, к примеру, уже энергетические станции угольные, рядом с которыми стоишь, там не черный дым валит, а такое ощущение, как будто рядом с газовой стоишь. Поэтому эти технологии, я думаю, нам тоже очень помогут. По золоту порядка, я бы отметил, 60 компаний. Мы с ними всеми взаимодействуем. Если говорить о вопросах экологии, отмечу, что здесь Минэкологии регулярно выезжает на места. Мы буквально, в начале этого месяца по своей линии, у нас, правда, общераспространенные полезные ископаемые, но мы подключаемся, совместные рейды, где у нас проводят, либо внимание друг друга здесь подключаем. Создали, включили в работу институт общественных инспекторов. Соответственно, и здесь плотно работаем с Министерством экологии. И жители нам помогают, соответственно, подают правильные сигналы. Минэкология оперативно своих инспекторов направляет для принятия соответствующих мер. Но я, кстати, отмечу вот не только экологию, но и этнологическую экспертизу в том числе. Потому что, ну, часто депутаты ставят. Павел Петрович, если вы разрешите здесь ответить, да. Вчера было... Вопросов много, я прошу вопросики маленько ваши сжать и конкретно... Я кратко стараюсь отвечать, прям конкретно на каждый. Этнологическая экспертиза, к примеру, по Енгри, да, вот вчера глава поселения озвучила 20 предприятий, но уже по 10 ведется работа по проведению этнологической экспертизы. Год назад было абсолютно другое, близко к нулю. То есть мы здесь продвигаемся и точно с предприятиями работаем.
По лепту соцразвития я, в принципе, показывал вклад. Многие предприятия готовы и помогают, то есть когда им показывают конкретно в районе вот присутствия, где они работают, заключают соглашение, но мы готовы со своей стороны помогать, просим Якутнедра при выдаче лицензии напоминать о возможности заключения социально-экономического сотрудничества, о соблюдении требований этнологической экспертизы, то есть здесь вклад, я, в принципе, показывал, многие компании здесь помогли. Сейчас вот и по памятнику Десяткину, например, идет, и по различным мероприятиям, компании помогают. Если вопрос о кировском разрезе, я думаю, это отдельная тема, почему именно сейчас, это ж не итог 2020 года. На эту тему отдельно. Да. Я попрошу, Максим Викторович, по данному разрезу, то, что Антонина Афанасьевна попросила, дайте отдельно развернутую информацию. Так, у нас Алена Николаевна, пожалуйста, ваши вопросы. Атласова Алена Николаевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники. Максим Викторович, вы достаточно подробно рассказали нам, ваши слайды тоже говорят о многом. У меня вот вопрос по основным показателям развития золотодобывающей и угольной отрасли. Тут у нас получаются показатели по заработной плате и по добыче. Везде вы показали динамику, по численностью работников тоже за последние годы с 18 по 20 год. Но в то же время заработная плата у золотодобывающих чуть выше 12 тысяч, да, получается, судя по вашему слайду. А по угольной промышленности это получается где-то порядка 11 тысяч. Скажите, пожалуйста, насколько разница по отраслям, то есть рабочий, а сколько получает руководящий, то есть вы можете сказать конкретные цифры и вообще по динамике роста все-таки развитие должно продолжаться, соответственно, до какого уровня вы дальше планируете развивать и повышать зарплату, уровень качества жизни людей, кто работает в этих отраслях? Спасибо, Алена Николаевна. Пожалуйста, по повышению заработной платы и вообще политику по заработной плате среди добывающей нашей промышленности. Я так понимаю вопрос. Я прошу прощения, то, о чем сейчас акценты были сделаны, это была информация по численности, скорее всего, да. А по зарплате это в золотодобыче более 100 тысяч рублей, если говорить о средней заработной плате, в угольной промышленности более 80. Что здесь делается? Мы буквально... Так, подождите, давайте тогда откроем слайд 8, да, и здесь, конкретно, чтобы понимание было, получается, с левой стороны это зарплата, а с другой стороны в тысячах, я неправильно поняла, это количество людей. Все, теперь понятно. Теперь понятно, сколько получают, да? Также давайте слайд включим, 8. Пожалуйста, если есть возможность, включите. 8 слайд. Есть, да? А вы все видите. Обращаю внимание, в золотодобыче заработная плата средняя месячная, да, 108 тысяч рублей. Все понятно теперь. 83 тысячи рублей. Это достойная заработная плата на сегодня. Что хотелось бы дополнительно отметить. Мы буквально на днях проводили, не то что на днях, проводили когда траекторию карьеры. Люди задавали возможности, приведу, например, такой пример. Машинист экскаватора либо бульдозера на вахте, заработная плата за вахту, соответственно, достигает 185 тысяч рублей. Я думаю, знаковая такая сумма. Если, соответственно, есть разные позиции, что в золотодобыче, что в угледобыче, ключевой момент это... если подземка, то, соответственно, там выше заработная плата. От 60, как говорится, тысяч, и больше. Самые разные, тут от вакансий, от конкретных зависит. Я рабочую профессию, самую востребованную, он сказал, даже водители ПАЗов порядка 40-60 у них тысяч рублей, потому что это не профильная, вспомогательные профессии. Но это не вахтовый, который способ, а если на регулярной основе, соответственно, идет. Спасибо, Максим Викторович. Я попрошу включить общую галерею.
Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы еще. Вопросов нет. Выступления. Уважаемые коллеги, выступления есть? Ну, это говорит о том, что Максим Викторович, вы очень подробно рассказали. Пожалуйста, вам слово. Можно я еще добавлю, прошу прощения, если уж по зарплатам, если вы не против, Павел Петрович? Не Прям против. конкретно. Да, вот, прошу прощения, сразу не получилось. Золото Инокчана, слесарь, либо сварщик, машинист экскаватора, 120-150 тысяч рублей. Колмар, горнорабочий подземный, электрослесарь, слесарь и электрослесарь 70-90, Якутуга, электрослесарь 50-80, водитель ПАЗа 55, машинист установок обогащения 55-72, машинист экскаватора 115, полиметалл, машинист экскаватора 180, водитель автомобиля большегрузного 170, полисолдан, машинист мельниц 70, аппаратчик 50, водитель технологического 120, ну вот так, если отраслевое. Хорошо, спасибо. У нас, Алена Николаевна, у вас вопросы или выступления? Пожалуйста, включите микрофон. Да, у меня продолжение вопроса. Просто, ну вот мы увидели динамику с 2018 года роста, да, соответственно, с объемом роста добычи дальше ли будет вот повышаться зарплата, те, которые вот вы сказали, дальше планируется ли? Максим Викторович. Как сегодня... Спасибо, Павел Петрович. Алена Николаевна, как сегодня происходит увеличение заработной платы на предприятиях? Наличие коллективного договора, который повышение идет в соответствии с инфляцией, но основной акцент и вклад делает повышение производительности труда. Ну, соответственно, сегодня работники на предприятиях заинтересованы, чтобы их техника была в работе. Вот когда спрашивали, на самом деле большое обновление происходит, и мы ведем работу, в том числе сейчас продвижение темы техники на газомоторном топливе, снижение затрат тоже положительно отражается на заработной плате, но здесь уже инженерно-технических, соответственно, сотрудников. Поэтому основной вклад по увеличению заработной платы будет достигаться не только увеличения объемов, да, но за счет именно производительности, повышения производительности труда. Спасибо. У нас больше выступлений, вопросов нет. Я, значит, хочу подытожить. Максим Викторович, вы правильно дали полностью информацию. Действительно, вопрос по поводу поддержки региональных геологических работ нужно рассматривать отдельно. Алена Николаевна, по поводу заработной платы вы отметили о том, что да, действительно, это необходимо за этим отслеживать. Антонина Афанасьевна, на ваши вопросы мы постараемся отработать с министерством и на все ваши вопросы ответить. Вы очень верные и правильные вопросы задали. Особенно прогноз по экологии и так далее. Это, наверное, вопрос, который нужно рассматривать тоже отдельно. Ну и, конечно, наше количество частных предприятий, которые рассматриваются в добыче золота и серебра тоже. Поэтому и в завершение мне хотелось сказать, Максим Викторович, председателем Государственного собрания ЛТУМЭН запланирована поездка в период с 11 по 14 марта в полиметалл. Я прошу вас либо принять участие, либо где будем рассматривать вопрос, они все-таки будут вводить в эксплуатацию свое большое в Нежданинском производство. Поэтому я прошу вас принять участие. В целом правительственный час состоялся с положительной динамикой, на вопросы были все отвечены, поэтому огромное спасибо всем участникам. Спасибо большое.